Национальный банк Таджикистана поручил кредитным организациям республики со 2 февраля 2016 года выдавать в национальной валюте денежные переводы, поступающие в российских рублях. Как сообщает информационное агентство АП, соответствующее предписание, которое уже реализуется, представлено всем кредитным организациям. Источник отметил, что предписание касается только переводов в российских рублях. На другие иностранные валюты оно не распространяется. Предписание предусматривает выдачу в Самоне переводов физических лиц в рублях, которое осуществляется без открытия банковского счета, пояснили в НБТ. Отметим, что на сегодняшний день официальный курс российской валюты установлен на уровне 0,1028 самони за 1 рубль. На черном же рынке за 1 российский рубль в зависимости от региона дают от 0,105 на севере республики до 0,106 самони в Душанбе. Как подсчитали эксперты, исходя из курса, установленного НБТ и используемого на черном рынке, потери получателей переводов в Таджикистане и выгоды банковского сектора из-за разницы за год могут достигнуть 2,8-4 миллиарда рублей, около 35-50 миллионов долларов. Отметим, что в условиях экономического кризиса в России жизнь таджикских трудовых мигрантов и так значительно ухудшилась. Это связано со следующими факторами: повышение ежемесячного авансового платежа за патент, разрешение на работу, сокращение спроса на труд мигрантов, отсутствие индексации заработной платы, повышение цен на продукты питания и принятие различных законопроектов, усложняющих жизнь трудовых мигрантов в России. Так, например, заработная плата трудового мигранта в России составляет около 25 тысяч рублей, а ежемесячные расходы состоят из 4200 рублей за патент, минимум 4000 рублей на проживание, около 2000 рублей на проезд, хотя бы 4000 рублей на питание и 1000 рублей прочие мелкие расходы. В итоге у трудового мигранта в России остается максимум 10 тысяч рублей, чтобы деньги отправить своей семье на родину. Естественно, что этих денег не хватает для удовлетворения нужд семьи, так как ежемесячный прожиточный минимум на одну состоящую из 5 человек семью в Таджикистане составляет 12 тысяч рублей. При этом будут удовлетворяться только основные потребности, а размер заработной платы в Таджикистане составляет не более 7 тысяч в пересчете на российские рубли. Не говоря уже о том, что найти работу считается большой удачей, в стране царит безработица. Таким образом, на фоне перманентного экономического кризиса в Таджикистане и недавно начавшегося кризиса в России, которые и так весьма усложняют жизнь народа, власти Таджикистана, вместо того, чтобы поддержать людей, наоборот, под различными предлогами пытаются отобрать у них заработанные тяжким трудом деньги. Очевидно, что до тех пор, пока подобные нечестивые, правящие по неисламским законам правители, как имам Али Рахмонов, будут находиться у власти, люди в Таджикистане продолжат находиться в унижении и страданиях, ведь Рахмонов думает лишь о себе и благоустройстве жизни своего многочисленного семейства, чем он, собственно, и занимается.